Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 26 сентября. Со стороны Южной Осетии последует соответствующая реакция. Комментарий МИД Южной Осетии на заявление посольства США в Грузии. Свалки бытового и строительного мусора. Экологи Южной Осетии бьют тревогу по поводу загрязнения рек республики. Международный фестиваль астинских пирогов во Владикавказе. Звание лучшего мастера удостоена студентка Цхинвальского многопрофильного колледжа. В Южной Осетии прокомментировали заявление посольства США в Грузии о том, что Вашингтон выделит $500 000 на развитие предприятий на приграничных с Южной Осетией и Абхазией территориях Грузии. Роза Тедеева продолжит. Готовность Соединенных Штатов Америки выделить $500 000 на развитие предприятий на приграничных с Южной Осетией и Абхазией территориях Грузии – очередное подтверждение того, что за провокационными действиями на нашей границе стоят западные силы, считает глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии Дмитрий Медоев. Министр иностранных дел, комментируя заявление посольства США в Грузии о выделении средств, отметил, что инициатором кризиса на границе в районе села Уиста были Соединенные Штаты Америки. Мы не были очень сильно удивлены тому, что появились уши Соединенных Штатов Америки на наших границах. Мы об этом говорили раньше, что есть те силы, которые стоят за правительством Грузии, которые вместо них принимают решения. И долго ждать не пришлось. И вот это заявление говорит о том, что есть заинтересованные силы в том, чтобы дестабилизировать ситуацию у наших границ. Эти действия и попытки создания напряженности на границе Южной Осетии в районе села Уиста ни к чему хорошему не приведут. В связи с ситуацией вокруг селения Уиста, вы знаете, что был создан оперативный штаб по реагированию во главе с президентом нашей страны. Поэтому мы не оставляем без реакции ничего, что происходит на периметре наших границ. Любая дестабилизация обстановки и любые провокации, которые будут совершаться здесь, это чревато серьезными нежелательными последствиями для всех стран Южного Кавказа. Между тем, министр подчеркнул, что Южная Осетия ни в коем случае не собирается вмешиваться во внутренние дела соседнего государства, с которым у нашей республики нет никаких отношений. Однако, если ситуация будет касаться наших границ, то со стороны Южной Осетии последует соответствующая реакция. Роза Тедеева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня. Руководство некоторых строительных организаций не считает своим обязательством вывозить мусор в специально отведенные для этой цели места. Впрочем, это касается и граждан, которых не заботит внешний облик столицы. Так берега рек превратились в неприглядные свалки, а ситуация с каждым годом усугубляется. Репортаж Эльвиры Тибиловой. Экологи Южной Осетии бьют тревогу по поводу загрязнения рек республики мусором. Большая и Малая Ляхва и ряд других речных массивов, обеспечивающих жизнь тысячам живых существ, находятся в большой опасности. Причиной тому свалки бытового и строительного мусора. С первого дня работы в комитете я говорю о загрязнении рек и берегов мусором. Строительный бытовой мусор все выбрасывают в реки, чего только не найти в реках. Причем реки загрязнены по всей территории республики, вплоть до реки в селе Уаны Цауского района. К тому же ситуация из года в год ухудшается. Мы родились и выросли здесь жить нашим детям и внукам. Неужели мы не можем беречь нашу природу и реки? Те, кто придерживается иного мнения, не связывают свое будущее с Южной Осетией. Проблема строительных отходов не раз становилась темой сюжетов нашего телеканала. И не зря. Как показывает практика, масштабы увеличиваются с каждым годом. Главный удар приходится на реку Большая Ляхва. Груды мусора вдоль берега. А все потому, что некоторых нерадивых руководителей строительных организаций особо не волнует эстетический вид города и берегов рек. Вместо того, чтобы отвозить строительный мусор в специально отведенное место, они привозят ее сюда. Еще десяток лет назад берега реки Большой Ляхвы были прекрасным местом купания и отдыха
отдыха для жителей, в том числе и на этом участке. Здесь молодежь училась плавать и устраивала соревнования в прыжках в воду. Недалеко от этого места мы проводили соревнования по прыжкам в воду. Воды Большой Ляхвы стали настолько малыми, что в ней с трудом можно угадать прежнюю реку, шум от которой достигал внутренних районов города. Берега рек размывают гидробильные установки, незаконно установленные вдоль берега. По словам главы Комитета экологии, геологии и природопользования, чье ведомство и выдает лицензию на установку и деятельность дробилок, законное основание для деятельности из них имеют немногие, но и остальные, вопреки всему, работают. Эти дробилки размывают берега рек. Из-за этого меняется течение и существует угроза того, что воды рек могут уйти под землю. Необходимо, чтобы на эту проблему обратили внимание служители закона. Надо задерживать тех, кто сбрасывает мусор у берегов рек и возводит дробилки. Достаточно нелицеприятная картина и в районе текстильной фабрики. Груды мусора, запах разносится по всей округе. По обращению Балабистаута в ГУП «Дорекспострой» свалка была засыпана гравием. Однако это не выход, так как погребенный мусор разлагается в земле. От этого гибнут живые организмы, не говоря о том, что такая земля может служить источником различных болезней. Кроме того, сброс строительного и бытового мусора на берегах рек, пыль дробильных установок стали причиной ухода из этих мест некоторых видов речных рыб, крабов и других живых организмов. В каждом устье, в каждом закоулке реки живут различные живые организмы. И если сбрасывать мусор в реки, эти виды животных могут вообще исчезнуть. Сейчас время нереста и сбрасывания икры, а в засоренных реках рыбы не размножаются и как следствие уходят из таких мест. В весьма недалеком будущем во влажных сокровищницах нашей маленькой родины невозможно будет купаться. Также существует вероятность их полного исчезновения, предрекают защитники природы. Многие реки, протекающие на территории Южной Осетии, уже исчезли. Их судьба может постигнуть и главные речные вены республики. Чтобы этого не произошло, надо бережно относиться к окружающей природе и чистоте речных массивов. Пока каждый из нас не будет нести ответственности за окружающий мир, ситуация и дальше будет усугубляться. И мы можем забыть о таких понятиях, как флора и фауна. Эльвира Тибилова, Азамат Кудзе, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В это время года возрастает риск заболеваемости гриппом и ОРВИ. С началом осени медики республики отмечают увеличение количества больных. Врачи говорят, причин для беспокойства нет, так как массовая вспышка не наблюдается. А в целях профилактики советуют прививаться. Осенью в период межсезонья возрастает количество людей, подхвативших ОРВИ. В зоне риска в первую очередь находятся дети. Касаемо ситуации в нашей республике, врачи отмечают рост заболеваемости вирусными инфекциями. Однако говорить о массовой вспышке не приходится. Эпидемии нет, отметила врач-педиатр Инес Сатуаева. Дети поступают с привычными сезонными вирусно-респираторными заболеваниями. В это время года бывает обострение ларингитов, то, что мы называем ложный круг. Они тоже поступают. Это тоже обычное явление для этого сезона. Все идет в обычном режиме, никакой эпидемии нет. Сейчас в стационаре лежит 11 детей с острыми заболеваниями верхних дыхательных путей. Мне хочется обратиться к родителям. Каждый кашляющий ребенок, каждый температурящий ребенок должен быть осмотрен врачом. Среди поступающих у нас есть пневмонии. В прошлом году у нас их было очень много. В этом году они тоже стали поступать. Иногда вирусная инфекция начинается прямо с пневмонии. И это лечится по-другому, это лечится другими антибиотиками. Врачи не раз предупреждали, не надо заниматься самолечением. Это может усугубить ситуацию. В прошлом году было множество случаев подобного рода, и дети, которых лечили без осмотра врача, поступали в больницу с осложнениями. Самолечением заниматься при вирусных заболеваниях ни в коем случае. Есть очень много ненужных лекарств, которые при вирусных заболеваниях не помогают. В детской больнице и есть пациенты с вирусными заболеваниями. Эдуарда Гурцева беспокоил сильный кашель. Уже несколько дней он находится под пристальным вниманием врачей. Врачи сказали, это острый бронхит или это подозрение на пневмонию. Как ты сейчас себя чувствуешь? Сейчас более-менее нормально.
Заведующая поликлиническим отделением детской больницы Лариса Ханикаева заверила, причин для паники нет. Наблюдается подъем заболеваемости, возросло число пациентов, но это типичная картина в это время года. Чтобы уберечь детей и защитить свой организм от вируса гриппа, необходимо сделать прививку. Сейчас самый такой момент, когда надо начинать. Вакцина у нас есть. Я призываю, прошу и взрослых, и детей начать вовремя, потому что иммунитет формируется через 2 недели от начала инъекции. И не оттягивая это время, нужно уже начать вакцинироваться, чтобы к моменту реального опасного момента, чтобы мы и дети, и взрослые были привиты. Конечно, 100% гарантии, как говорится, не может никто дать, что вот я сделал прививку и не заболею. Но эта прививка защищает от многих штаммов, и вероятность осложнений гораздо низкая. Некоторые люди вводятся в заблуждение, потому что если у них появился просто насморк или легкий кашель, першение в горле, они считают, что несмотря на то, что сделали прививку, все равно заболели, они могли переохладиться. Мы прививаем именно от вируса гриппа, от того вируса, который может дать осложнения в виде пневмонии и всяких неприятностей. Поэтому, чтобы люди не заблуждались и не считали, что вакцина неэффективна, она реально эффективна, ее надо делать. На данный момент у нас имеется вакцина Совигрипп, хорошая вакцина. Вакцинацию проводят раз в год. Ее будут проводить и в образовательных учреждениях. Родители заранее оповестят. Алена Утаева, Азиз Багаев, Фатима Кумаридова. Информационный выпуск сегодня. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Южная Осетия Азамат Чочев принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных 5-й годовщине создания МЧС Донецкой Народной Республики. В рамках торжеств состоялось открытие пожарно-спасательной части МЧС в городе Макеевка. В зону оперативной ответственности данного подразделения войдет 20 населенных пунктов Советского района города Макеевки. Личный состав части обеспечен всем необходимым снаряжением и оборудованием для выполнения задач по предназначению. В части будут нести службу 95 человек личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники. В Завском районе республики отопительный сезон начался с середины сентября. В районе 6 общеобразовательных учреждений. Системы для обогрева разные. Ответственные лица за работу систем теплоснабжения контролируют ситуацию в каждой школе. Репортаж Анжелы Кукоевой. Обеспечили теплом. Ранние холода в этом году заставили школы Завского района начать отопительный сезон уже в середине сентября. В Гуфтинской средней школе и в детском саду, которая располагается в одном здании со школой, занятия проходят в теплых помещениях. Отопительная система работает на основе дизельного топлива. Если холодно, то мы подключаем отопление. Оператор МАНИСМа, он следит за этим. В этом году были проведены ремонтные работы, заменены некоторые там соединения на этот сайт. В общем, сейчас отопительная система готова к новому отопительному сезону. Вот на днях мы уже подключили, потому что резко похолодало. А так как у нас есть дошкольная разновозрастная образовательная группа, то, естественно, из-за них больше мы всего беспокоимся, чтобы детям было комфортно. Мы стараемся создавать им хорошие условия. Отопительный сезон начался и в Хацеевской средней школе. Здесь работает электрическая отопительная система. В классах тепло, со слов директора, они не ждут начала отопительного сезона. Главное, чтобы детям не пришлось заниматься в холодных классах. Отопительный сезон Мы уже включили отопление в школе, так как в нашей местности уже похолодало. Работа котла держится на температуре 56 градусов. Занятия проходят в теплых помещениях. Было бы хорошо установить еще один котел, так как некоторые помещения плохо отапливаются. Проверка гидравлических систем, дымоходов и исправность газового оборудования завершилась и в Заузской школе. Уже сегодня здесь заработало отопление. Всего в районе 6 школ, и только 2 из них отапливаются дровяными печками. Дровяными печками отапливаются Кемультинская и Синагурская школы. Их уже обеспечили дровами. В целом в Завском районе все школы готовы к отопительному сезону. В каждой школе есть ответственный за работу систем теплоснабжения, ведь важно не допустить перебоев и контролировать ситуацию. Анжела Кукоева, Арсен Гассев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.
Мы продолжаем следить за благоустройством столичных улиц в рамках инвестпрограммы на 2018-2019 годы. Съемочная группа ГТРК «Ир» проинспектировала ход строительных работ некоторых из них. Продолжается благоустройство улиц, которые были внесены в инвестпрограмму на 2018-2019 годы. Одна из таких улиц – Лермонтова. Здесь активно идут строительные работы. Улицу условно разделили на 3 участка. На одном уже завершены работы по установке бордюрного камня. И в ближайшее время рабочие приступят к установке брусчатки. На объекте задействованы 9 человек и 4 единицы дорожной техники. Протяженность улицы Лермонтова – 590 метров. Работы по демонтажу сетей беспроводного интернета с последующим монтажем на новые опоры. А также завершаются работы по прокладке ливневой канализации длиной в 700 метров. Также в скором времени начнутся работы по обсыпке дорожной одежды. И работы на данной улице планируем завершить к концу октября месяца. На улице Победы же строители готовят тротуары к выкладке плитки. Параллельно ведутся другие строительные работы. Что касается окраин города Цхинвал, в частности улицы Гафеза, можно смело сказать, что район в целом преобразился. Часть улицы строители готовят под асфальт. Мы заасфальтировали из 4 2 участка. В течение 2 недель будут заасфальтированы и остальные 2. Останется только благоустроить мост. Радости жителей этого района нет конца. Многолетним трудностям наконец-то пришел конец. Теперь пешеходы и водители смело и в любую погоду смогут добираться домой. А строители отмечают, что в самое ближайшее время улицу сдадут в эксплуатацию. Алена Утаева, Адис Багаев, Диана Техова. Информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии частично сгорел деревянный дом в Бежан-Тыка Удзауского района. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, но пожар уничтожил большую часть домовладения. Пострадавших нет. Причиной возгорания стала утечка газового баллона. Хозяйка занималась домашними делами на балконе, где и стоял баллон. В это время и произошло возгорание. Загорелась деревянная доска, от которой огонь перекинулся на крышу, сообщили в пресс-службе МЧС. Звание лучшего мастера по выпечке осетинских пирогов удостоена наша соотечественница. Международный фестиваль проходил во Владикавказе при жесткой конкуренции. Однако хорошо подготовленной студентке Цхинвальского многопрофильного колледжа Алле Плиевой не составило труда достойно представить нашу республику и стать лучшей. Агунда Губозова расскажет подробности. Студентка Цхинвальского многопрофильного колледжа Алла Плиева удостоилась звания лучшего мастера по выпечке осетинских пирогов. Она представила Южную Осетию на 6-м международном фестивале осетинских пирогов, который состоялся во Владикавказе. Около 70 заявок было подано на участие в фестивале, но за звание лучшего пекаря осетинских пирогов смогли побороться только 20 мастериц из Южной, Северной Осетии и Турции. Было важно не только испечь вкусные пироги, большое внимание судьи уделяли чистоте рабочего стола. Плиева справилась и с этой задачей. Более того, на фоне остальных участниц она выделялась и внешним видом. Специально к мероприятию портной колледжа Вадим Бесаев сшил для участницы из Южной Осетии платье, идентичное тому, что раньше носили осетинские домохозяйки. Все были отлично подготовлены. Наша студентка участвовала с такими, которые уже 6-й раз там участвовали. Несмотря на это, она получила 1-е место. Девочка была сама тоже подготовлена, но мы с ней проработали все рецептуры. Я знаю, что жюри особое внимание уделяет тому, как работает. Организация рабочего места очень важна, и санитарно-гигиенические требования к своему месту рабочему. И все это я с ней проработала. Пироги выпекались исключительно в дровяных печках. Каждому курсанту было отведено 2 часа. За все это время они должны были успеть замесить тесто, подготовить 5 начинок с сыром, листьями свеклы, картошкой, мясом, тыквой, испечь их и презентовать достойно.
Я забрала из дому, значит, вот эту лохань деревянную, оринг, в котором замешивали наши бабушки тесто. И замесила, и бродило оно в нем. Холодная погода была. Именно благодаря тому, что оно было замешано в деревянной посуде, оно все-таки изобрело сроки. Это было настолько красиво, вот по-старинному. Наша участница в старинном домашнем платье. Студентка колледжа состязалась с профессиональными пекарями. Те требования, которые были выставлены на этом фестивале, они, можно сказать, международный уровень. То, к чему мы должны стремиться. И если бы даже мы отсюда повезли пекаря, возможно, он бы не справился. Не потому, что он не профессионал, а потому, что те нормы и требования, которые были выставлены, они были именно с точки зрения технологий, санитарно-гигиенических норм, времени, продолжительности замеса теста, тепловой обработки. И все это еще более отрадно. Без 3 осетинских пирогов в Осетии не обходится ни одно застолье. Они несут в себе сакральное значение триединства – солнце, вода и земля. Как рассказывает сама победительница, особых секретов в рецепте приготовления нет. Пирог должен содержать много начинки и совсем мало теста. Чем тоньше слой, тем больше ценятся пироги. У каждой домохозяйки есть свои секреты, но я их не хочу раскрывать. Единственное, что я хочу посоветовать всем хозяйкам, готовить их с любовью. Во время фестиваля у меня было волнение, но когда я собралась, уже приступила к готовке. Не ожидали, что мы выиграем, потому что вся команда очень сильно радовалась. Большое спасибо хочу сказать директору Лире Филипповне, педагогам и кто еще принимал участие. На фестивале осетинских пирогов развернулся и настоящий музейный комплекс. Юго-Осетинская команда тоже организовала этнографический уголок. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров очень тщательно обошел наш этнографический уголок. Он настолько интересовался всем тем, что там было выставлено, и наш коллега Абай Вова все радушно ему рассказал, вода пиран, вода коси, вода все, что нужно для в Старостинском доме, у нас было все. Участие студентов в подобных мероприятиях формирует положительный имидж многопрофильного колледжа. Агунда Гобозова, Алим Бетеев, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Футбольная команда «Цхинвал» продолжает борьбу за первое место чемпионата Северной Осетии Алании. В очередном туре цхинвальцы со счетом 5-2 выиграли команду «Ирбис» из Михайловского. В составе южан отличились Марик Базаев, Сослан Дичоев, Ибрагим Базаев, Марат Бетеев и Альберт Бестаев. В счете в первом тайме, потом соперник в концовке сравнял счет. Очень тяжело складывалась игра. Но в перерыве произвел 2 замены и сыграли замены ключевую роль. И выиграли со счетом 5-2. В пятницу играем с командой «Нук Фалтар». И в случае победы мы выходим на первое чистое место. Мы преодолели очень тяжелый путь, 12-очковый отрыв, очень большой. И хочется поблагодарить ребят за самоотдачу, за характер, за отношение серьезное к играм. И, как и ранее говорил, в этом году у нас стоит конкретная задача выиграть чемпионат Республики Северная Осетия по футболу. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.